историй. Сегодня я расскажу вам историю про одного блогера. Но этот блогер неизвестный. Но тем не менее, я надеюсь, что эта история вам понравится. Enjoy It Now – это новый канал начинающего интересного блогера, называющего себя просто Роман. Он выпускает видео на тему «Что выбрать», помогает людям определиться в том или ином вопросе. Он старается делать видео на волнующие всех вопросы, но оборота маловато. Мало просмотров, мало лайков, всего мало, а комментов вообще нет. Это несказанно тяготит начинающего блогера. Все будет хорошо. Ты же только начал. Успокаивал его друг по школе Андрей. Каждый день Рома пролистывает ленту, просматривает новые комментарии и всякий раз остается недовольным. Но вот как-то утром прикольный видосик, полезный. Комментарий от загадочного пользователя Мастер. Изучив его канал, Рома не мог сложить какое-то впечатление о написавшем. Видео он не выпускал, ничего не лайкал, вообще никаких действий на канале. Но хороший отзыв о своем видео греет душу любому блогеру. Чтобы не быть невежливым, Рома написал ему в ответ: «Спасибо, этот день стал самым лучшим за последнее время». На следующий день снова лайк, подписка от того же самого Мастера. Теперь каждое утро Рома, сам того не замечая, ждал его комментариев, ведь этот Мастер писал их только глубокой ночью, в 12 или в час ночи. Комменты продолжили сыпаться под его видео, и самого блогера было не узнать, он стал увереннее в кадре, чаще публиковал видео и вообще настроение было всегда веселое. Это же всего лишь один пользователь, говорил все тот же друг по школе Андрей, всего лишь один поклонник. Но Роме было все равно. Пока. Подписки. Enjoy It Now. +1. Шоу «Что выбрать». Android или iOS. Комментарий. Полный бред. Не согласен. У Ромы пересохло во рту. Как так? Ведь до этого каждый день Мастер оставлял только положительные отзывы. Он даже хотел удалить это видео, чтобы не терять хорошую репутацию подписчика. Но тот же друг по школе Андрей его отговорил. На следующий день. Комментарий. Хватит снимать это фуфло. Ты не способен заинтересовать. Роману захотелось плакать. Теперь каждый день Мастер оставлял только гневные отзывы, и чем дальше, тем хуже. Он стал переходить на личность, оспаривал каждое слово, снимать было невозможно. Но под его комментариями появились и другие, к сожалению, ему подобные отзывы. Рома был в отчаянии. Этот Мастер все испортил. И лишь спустя месяц после последнего коммента от Мастера он решил выпустить новое видео. Теперь все плюсы и минусы учтены, заканчивал рассказывать он. А главное решение остается за вами. Если хотите, чтобы я осветил какую-то тему в своем видео, пишите в комментариях. Я обязательно прислушаюсь к вашему мнению. Что ты выберешь, Ром? Быть повешенным или зарезанным? Комментарий от Мастера. Это ужасно напугало Рому. А затем в личку посыпались сообщения с угрозами. «Я тебя найду. Ты не доживешь до выходных. Записывай прощальный видос на канале» и тому подобные сообщения. Он пытался блокировать пользователя, но казалось, что сделать это невозможно. Каждый раз после бана Мастер снова присылал сообщения с насмешками. В конце концов, Рома решил просто не реагировать, просто не открывать и не читать то, что пишет ему этот сумасшедший. Но как игнорировать сообщение, где написано: «Я вижу тебя. Ты лежишь на кровати с телефоном в руке. Да, я нашел тебя. Теперь бойся». Романа трясло от страха. Он понимал, что невозможно просто взять и влезть в его квартиру. Живет-то он не один, но что-то все равно не давало ему покоя. Он жутко боялся оставаться в собственном доме. А Мастер все писал и писал свои угрозы в личку. «Это неизбежно, пойми. Так что ты выберешь? Задушить или зарезать?» И эти жуткие смайлики. Мастеру казалось это занятно. Рома не выдержал. «Да пошел ты со своими угрозами! Отвали, извращенец конченый!» В ответ Мастер прислал лишь фотографию ножа.
Рома вышел из онлайна и лег спать. Почти отдавшись сну, он услышал скрип открывающейся двери. Парень укрылся с головой. Это за ним пришел мастер. Что же делать? Он нащупал под подушкой спрятанный нож для самообороны и затаился. Пусть злодей думает, что он спит. Через щель между подушкой и одеялом Рома видел, как какая-то черная тень проскользнула в его комнату. Он снова спрятался под одеялом. Рома слышал тихие приближающиеся шаги. Шаг, еще шаг. Вот убийца уже рядом с его кроватью. Набравшись смелости и крепче сжав нож, Рома выскочил из-под одеяла с громким криком и зажмуренными глазами. Хотя без очков он и так почти ничего не видел. Но Роман рывком взмахнул рукой, и нож глубоко вошел во что-то мягкое и царапнул почему-то твердому. Кромешную ночную тьму пронзил громкий предсмертный крик, знакомый голос. Кричал знакомый Роману человек, а потом смолк и глухо упал у подножья кровати. А мастер больше никогда не писал Роману сообщений, как и его друг по школе Андрей. На этом